Muhterem cemaat, Mirqasim Ağa Osmanov'un Tatarstan hem Tatar halkı tarihini ilerinde yana yazma çıganaklarını fenni edebi... Ataklı galim, yazıcı, cemaat işliklisi Mirqasim Ağa Osmanov'un tuğuna 80 yıl tolu olayından Kazan Federal Üniversitesi'nde yukarı derecedeki hem big sallı halkara fenni konferansiya öttü. Anı iştirdiler Kazan Üniversitesi, Halkara Münasebetler Tarih hem Kınçıkçı İrennu İnstitutu, Labashevskiy ismindeki Fenni Kitapxana, Tatarstan'ın Fenler Akademiyası, Merjani ismindeki Tarih İnstitutu, Milli Kitapxana, Rusya Tarihçileri Cemiyeti, Rusya'nın Kınçıkçı İrenüçiler Cemiyeti, Jiyin Vakıfı hem Türkiye'deki Yunus Emre İnstitutu. Türlü illerden kelgen galimler hem Kazan'ın fenni elitisi vakilleri, Mirqasim Ağa'nın fenni pedagogik işçenligi hem gumumen Türkiye Tatar dünyasının ruhi mirasını irenu meseleleri turunda kızıklı çıkışlar yasadılar. Moskov'da yaki şit illerde yaşap, konferensiyaga kile olmagan bir bilgili galimler Kazan'a özlerinin video müracaatlarını jibergenler. Barlıq çıkışlar da Mirqasim Osmanov ruhunda yangırap, aktual hem tiren fikirge bay buldular. Hazır mene şunday video müracaatlarının birisini qorağız. Я хотел бы начать свои, может быть, не очень длинные слова о Миркасиме Абдулахатовиче Усманове с разговора о другом человеке, о Шихабуддине Марджани, великом татарском просветителе, богослове и историке. Дело в том, что я сейчас стою во внутреннем дворе библиотеки иностранной литературы, где уже много лет существует традиция устанавливать памятники великим общественным деятелям, литераторам, историкам, поэтам и писателям. И скоро, очень скоро, я думаю, что в августе этого года здесь будет установлен памятник Шихабуддину Марджани. Я не случайно упомянул об этом человеке, потому что, как мне кажется, его очень многое связывает с Миркасимом Абдулахатовичем Усмановым, которому, как мы знаем, 31 мая этого года, то есть через 2 недели, исполнилось бы 80 лет. Вот к ним обоим применим как нельзя лучше термин «первые». И Шихабуддин Марджани в XIX веке был первым, кто, по сути, вывел историю татар, историю Волжской Булгарии, Казанского ханства на научный уровень. Миркасим Абдулахатович, мне кажется, в 20 веке продолжил его традицию. В 60-х годах, по сути, из забвения, вытащив эту замечательную историю, замечательную традицию, которая до него практически всю первую половину 20 века была в забвении. Я думаю, что сейчас представить себе и историю татарского народа, и источниковедение истории Поволжья, особенно средних веков, начиная с 13 века, да и, по сути дела, до начала 20 века, без трудов Миркасима Абдулахатовича просто невозможно. И те книги, которые он написал, те труды, которые он оставил, и учеников, а я вот имею честь считать себя принадлежащим к их кругу, поскольку Миркасим Абдулахатович был оппонентом на защите моей кандидатской диссертации. И я горжусь, что этот отзыв был положительным, и таким образом я вот получил, можно сказать, благословение из рук патриарха. Так вот, сейчас невозможно себе представить ни историю региона, ни историю татар без его трудов. Он был, как и Шихабуддин Марджани, первым, кто вывел эту историю на научный уровень, предложил новые подходы, подходы источниковедческого анализа, подходы, которые сочетались у него с великолепным знанием источников, с их великолепной публикацией. Я хотел бы пожелать участникам конференции юбилейной, которая посвящена 80-летию Миркасима Абзы, успехов. Мне кажется, что мы еще долго будем оценивать его роль, его вклад в историю татарского народа. Мы еще долго будем понимать, как многое он успел сделать за свои неполные 80 лет.
Его уход, конечно, был невосполнимой потерей для вообще всех, кто занимался историей татар, историей Волжской Булгарии, историей вообще Поволжья в целом. Да история России, я не без преувеличения могу это сказать. Поэтому мне кажется, что мы еще долго будем оценивать эту роль. Эта роль была чрезвычайно велика. И вполне возможно, что когда-нибудь вот здесь, вот в этом самом внутреннем дворе библиотеки иностранной литературы, где вскоре будет установлен памятник Шихабуддину Марджани, появится и какой-то памятный знак или памятник Миркасиму Абдулахадовичу Усманову, без преувеличения великому сыну татарского народа.